американский дайвер по имени Ян Хаггерти сделал открытие, которое потрясло весь мир. Он находился на глубине около 18 метров под водой, когда заметил нечто странное. Оно было похоже на открытую книгу. Когда он подошел ближе, то с удивлением увидел, что это был экземпляр священного Корана. Если бы он не снял эту сцену на видео, никто бы не поверил в эту историю. Выбравшись из воды, он выложил видео в социальные сети. Видео стало вирусным. Стоит отметить, что Коран был открыт, когда его нашли. А знаете ли вы, какой именно аят был на открытой странице? Об этом мы поговорим в ближайшее время, и приготовьтесь удивиться. Но прежде мы не можем упустить из виду одну важную вещь. Как это возможно, чтобы книга пролежала под водой неизвестно сколько лет и осталась в целости и сохранности? Когда он нашел ее, Коран лежал в водных растениях. Если это не чудо, то что же еще? Аллах говорит в Коране: «Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина». Так какие же аяты были открыты, когда Ян Хаггерти нашел Коран? Открытыми были страницы суры Аль-Араф. Это 7 глава Корана. На открытой странице были аяты под номерам 63 и 64, в которых рассказывается об истории пророка Нух, да благословит его Аллах и приветствует. В аяте 63 говорится: «Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он мог предостеречь вас, и чтобы вы стали богобоязненны?» А в аяте 64 говорится: «Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наши знамения. Воистину, они были слепыми людьми». Дорогие мои братья и сестры, здесь происходит великое чудо. Не знаю, заметили ли вы его. Во-первых, в этих аятах говорится о том, что случилось с пророком Нухом, мир ему. Аллах послал его напомнить народу, совершившему преступление, чтобы они вернулись на правильный путь. Тем самым Нух также предупредил их о последствиях неповиновения всемогущему Аллаху. Он сделал все возможное, чтобы обратить этих людей на путь Аллаха, но они отвергли его послание. В результате Аллах наказал их за высокомерие. Аллах послал сильный дождь, который вызвал потоп, так что все они были утоплены, кроме пророка Нуха, мир ему, и лишь нескольких человек, принявших его послание. Итак, давайте проанализируем эту ситуацию непредвзято. Заметили ли вы, что в этих аятах говорится именно о той ситуации, в которой они оказались? Как вы объясните, что кто-то находит открытый экземпляр Корана на дне океана, а на странице аяты, в которых говорится об утоплении? В заключение позвольте мне очень быстро рассказать о 3 важных уроках, которые я извлек из истории пророка Нуха, мир ему. Урок номер 1. Если люди продолжают ослушаться Аллаха, рано или поздно их постигнет наказание, причем наказание может быть как индивидуальным, так и коллективным. Во-вторых, эти аяты напоминают нам о том, что нельзя насмехаться над другими. Безбожники, которые не верили в Нуха, насмехались над ним. Они считали его глупцом, но позже столкнулись с последствиями. Поэтому даже если вы считаете, что кто-то не прав, не высмеивайте его, потому что вы можете слишком поздно понять, что это вы были неправы. И, наконец, будьте терпеливы во всем, что делаете. Нух, мир ему, передавал послание Аллаха своему народу в течение 950 лет, без каких-либо положительных результатов, но он не падал духом. И самое главное, он никогда не терял веру в Аллаха. Пусть Аллах откроет наши умы и сердца, чтобы мы всегда могли видеть истину и следовать